Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, я вас приветствую на нашем канале. Политгараж всегда с вами. И сегодня мы с вами путешествуем в поселок Алмазный. Мы проедемся по его улицам, по задворкам, немножко поностальгируем, встретимся с алмазницами и пролетим над всем поселком, посмотрим на него с высоты птичьего полета, а также есть небольшой там нюанс. Нам один из подписчиков, один из алмазницев рассказал нам о пожаре, который совсем недавно бушевал на той стороне реки Ирелях. И мы, конечно же, поднимемся на коптере и посмотрим это. Извините, что съемка там будет не такая качественная, потому что запись пришлось взять с телефона. Почему-то с коптера эта запись пострадала. Видимо, не знаю, какие-то силы свыше не дают нам досконально все это показать вам в деталях. Поэтому, друзья мои, двигаемся вперед. Не забываем подписаться на канал и обязательно внизу оставить свои комментарии и такой жирный лайк. Все, смотрим. Все, мы покидаем это замечательное место. Мост, конечно, вообще соединил два берега самой крупной практически водной артерии Якутии. Река Учугуй-Батуа-Буя. Кто-то тут тоже торопится. Несколько домов жилых, конечно, есть еще, но в основном, конечно, дома заброшенные. Все, а мы едем в поселок Алмазный. Замечательная асфальтированная дорога из Алмазного в Мирный вдруг превращается в щебенчатую дорогу. Что-то они немножко не рассчитали со съездом. Отдельное спасибо нашему штурману. Он, конечно, сопротивляется, чтобы я его снимал, но так как он нам помогает снимать видосики, то огромное ему спасибо. Ну, такая дорога тоже неплохая. Желательно, конечно, чтобы здесь скорее стал асфальт. Но это будет очень не скоро. Все, подъезжаем к поселку Алмазный. Слева, справа уже начинаются дома. Вот она развилка. Налево пошла дорога на Мирный, Ленск. И направо асфальтированная такая вот хорошая дорожка. Поселок Алмазный. Вот Стелла. Стелла прям как будто у всех одинаково. У нас третьей фабрики такая же Стелла. Поселок Алмазный прилегает к реке, на которой движутся драги. В принципе, он и основан был как, можно сказать, основа предприятия града поселка образующее. Это дражные полигоны. Смотрите, с правой стороны новое здание выстроено. Красивое такое. Нифига себе, здравствуй, школа. Нехилая такая школа новая выстроена. С какой целью только непонятно. Видимо, тут огромное количество ребятишек. Поселок, наверное, все-таки, судя по этому, что он побольше будет, чем Орелах. Дороги асфальтированные. Все-таки Алроса какую-то свою лепту вносит в жизнь этого поселка. Справа храм находится православный. Сейчас мы подъедем поближе. Посмотрим. Ну да. Даже звонница имеется. И золотые купола. Помнится, где-то раньше здесь была школа. В этой школе мы... пожарная часть, что ли? В этой школе мы проходили зимние подготовительные, или как они назывались у нас, сборы, короче. Здесь автобаза, конечно, все заброшено.
Все, мы разворачиваемся и выезжаем отсюда. Улица Речная, 13. Так, вот здесь на перекрестке, я помню, здесь стояло здание почты. По-моему, либо какое-то новое здание построили, либо просто это сломали. Вот здесь была и автостанция, и почта, и магазин, все было в одном. Но сейчас вот этот 21 дом, он почему-то разрушен и заброшен. Сейчас проедем дальше по поселку. Поселок небольшой, поэтому улица Октябрьская, 19. Дома, ну и по порядку идут. Здесь у нас магазин Алита. Рядом стояла столовка. Что-то я ее уже не вижу. Октябрьская, 15. Ну, по-моему, вот здесь была столовая. Вот это. Да, столовая, но что-то, по-моему, она закрыта. Блин, как же я давно здесь не был-то, а? Детская площадка. Старые дома, какие-то бараки. Еще немножко, и, по-моему, там поселок заканчивается, и дальше идут уже полигоны дражные. Все, кто здесь работал, в принципе, здесь все работали на драгах. Вот и все. Вот и поселок закончился. Какое-то предприятие, не знаю, чего это. Кто знает, пишите в комментариях. Так, ну тут еще, по-моему, по кругу, наверное, дорога идет, и она, наверное, выходит туда, где мы начали. Вот туда налево идет там речки, спуск к реке. Ну да, здесь еще какая-то улица, она, скорее всего, по кругу выходит туда же к храму. Я тут никогда не был. Здесь просто частный сектор. Улица Горького это называется. Гойкого. Так, проедем дальше. Да, вон я вижу уже купола храма этого. Отец Михаил, помнится, из Мирного частенько сюда ездил. Он мне рассказывал, что тут как-то у них священника не хватало. И поэтому ему приходилось сюда ездить постоянно. Опа! Опа! Фига себе! Ну все, вот мы круг сделали по Алмазному. Поселок Алмазный тем и славился, что в нем добывали алмазы. Все, выезжаем из поселка. Сделаем небольшой облет на дроне. И в принципе все. Вот по левую сторону, конечно, еще несколько улиц здесь имеется. Но там тоже жилые дома, в основном частный сектор. Сейчас мы доедем до школы. И, наверное, да, вот здесь вот здание городской администрации. Такое маленькое, скромненькое. Мы сейчас к нему подъедем. И отсюда, наверное, сделаем небольшой облет. Городской администрации поселковой.
закончили наш облет поселка и встретили там местного жителя поселка Алмазный. Он нам все рассказал, все показал. В особенности нас направил, куда нужно поехать вдоль реки, ниже поселка Алмазный, чтобы посмотреть там недавно сгоревший лес. Вот, огромный тебе привет, друг, если ты нас смотришь. Огромный тебе привет из города Мирного. Машем, да, мы тебе тоже машем. Поэтому мы сразу же отправились туда и засняли вот этот горельник, который буквально совсем недавно произошел, там пожар в тайге. Да, конечно, зрелище ужасное, но едем, смотрим.